наконец, Маратик. Спарринг-партнер Валуева. Единственный многоразовый спарринг-партнер Валуева. Ну что, вы начинайте, а я после игры посмотрю, кто не аплодировал. Марат Джуманалиев стал известным не только после успешного дебюта в КВН, выступив за кыргызстанскую команду «Азия Микс». Его необычная внешность и физическая выносливость всегда сопутствовали успешности любого начатого им дела. Благодаря своему росту, составляющему 2 метра 12 сантиметров и весу в 148 килограмм, Джуманалиева в народе прозвали «кыргызским батыром». Но отнюдь не все восторгаются яркостью данной фигуры. Презрительные и удивленные взгляды встречаются на пути у Марата каждый день. Но на предрассудки толпы он смотрит с иронией. Его нестандартные природные данные всегда играли ему на руку. А вот самый значимый трофей. Это я с африканцем дрался. И выиграл у него пояс WBC азиатский. Проводили это мы в Дубае. Да, в Дубае это все провели арабы. Там промоутер с ними договаривался. Как и Валуев, с которым многие сравнивают нашего героя, Марат начал карьеру с баскетбола, которым он увлекся в 15 лет. Сумев завоевать множество наград и призов, он решил податься в боксера. Спорт до сих пор занимает неотъемлемую часть его времени. Плавание и занятия в тренажерном зале помогают Марату сохранять бодрость духа и тела и превосходно выглядеть на съемочных площадках. Герой нашего сюжета уже успел сняться в таких отечественных фильмах, как «Чтение Петрарки» и «Метаморфоза», а также он принял участие в съемках казахстанского кино под названием «Биржан Сал». Мужчина с впечатляющим ростом может со стороны показаться весьма агрессивным, но, познакомившись с ним лично, вы точно поменяете свое мнение в первые минуты общения. Ведь Марат Джуманалиев не только дружелюбный человек, но и любящий муж, заботливый сын. Ему уже 35 лет, но мама все так же занимает главенствующее место в его жизни. Наша съемочная группа побывала в гостях у мамы Марата. Хорошо, заходите. Проходите, здрасте. Ага. Заходите, проходите. Мукаева Джумаджан называет своего сына большим ребенком. Невзирая на то, что Марат давно покинул родные стены, они часто бывают друг у друга в гостях, и любящая мама все так же балует кулинарными изысками любимого сына. Жизнь Марата словно проникнута волшебством. Как вчера Мукаджан Эдже помнит тот день и те необычные обстоятельства, при которых родился младший сын. У меня старшая дочка, она 72-го года, потом разница у них 9 лет. Я, в общем, хотела, как раз 81-й год Олимпиады был же. И я вот этот год наметила, что у меня сын будет. В 80-м была. Да. Как задумали. Ну, и здесь этот самый, ну, как бы вроде бы раньше же УЗИ ничего не было, но я так ждала, чтобы у меня сын был, все. И родился он, в общем, 8 мая, День Победы, в общем. Вот, родился он у меня, не сказать, что такой крупный, 3,5 килограмма. Нормальный вес, да? Нормальный вес. Ну, здесь, как всегда, садик ходил, как обычная семья, мы всегда... Где я родился? В общем, на остановке родился. Скорую вызвали мы, и скорый что-то запоздал. Мы жили тогда в Аламедине на 8-м этаже, и как раз лифт не работает, отказал тот день. И мы пешком спустились, в общем, не доехали до роддома, в общем, он на остановке в Аламедине родился. Ребенок родился с вполне закономерным весом в 3,5 килограмма. Изменений в росте и весе не было заметно и в детском саду, и в школе. Но с 13 лет внешность Марата начала претерпевать кардинальные изменения. Джумаджан Мукаева с улыбкой на лице вспоминает о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться при поисках праздничного костюма и обуви для сына на выпускной вечер. Потом, когда уже 13 лет, он начал уже расти. У меня, в общем, дед был 2 метра 5 сантиметров, а дядька был 2,10. Ну, Марат перерос 2,13. В общем, и ну, я как-то больно так не обращала, и соседи, там подружки говорят, вот Марат, что-то у вас быстро вырос. А потом он как вытянулся в 10 классе, уже ему не могли. В то время же очень было с вещами трудно, ему не могли на выпускной вещи.
Мы как раз что-то связались с этой женщиной. Она ему на выпускной и туфли привезла. Тогда 45-й размер очень трудно, а у него уже 47-й размер был. Даже ходила, вроде бы стоит большая с виду обувь. Я спрашиваю, вот это какой размер? Он говорит, 43-й. А вам какой надо? Я говорю, мне надо 47-й. Он говорит, такого не бывает. Вы что? Мама кыргызского богатыря всегда поддерживала любые пристрастия сына. Но занятия боксом она не одобряет ни в коей мере и по сей день. Она уверяет, что данный вид спорта больше калечит, чем лечит. Я вообще не хочу, чтобы он боксом занимался, если честно сказать. Пускай другими спортами там занимается, а ему бокс нравится. А вы его бои смотрели? Я раньше бокс любила сама, вот когда Мухаммед Али в наше время вот эти играли, я все время бокс не пропускала, смотрела. Когда он начал, я уже не смотрю. Даже телевизор переключать, бокс идет, я быстренько переключу, не хочу. Букаева Джумаджан является поистине образцовой матерью, сумевшей воспитать благородного сына кыргызского народа. Мораль истории жизни нашего героя Марата Джуманалиева такова, что нужно любить себя таким, какой ты есть, и тогда все двери на твоем пути будут открыты. Правда, с ростом 212 сантиметров не всегда легко удается пройти через дверной проем. Но это не столь важно, если ты счастливый человек.